Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Эдиль Байсалов, посол Кыргызстана в Великобритании. И еще, наверное, в нескольких странах, да? Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Вы были членом Конституционного совещания и являетесь, да, членом? Как вы оцениваете, вот первый этап закончился, говорят, и работу этого совещания, результаты этого совещания, к чему могут привести? Ну, я был назначен членом Конституционного совещания, вот указом исполняющий обязанности президента. Я считаю, что это большая честь быть в составе совещания. Кстати, не в первый раз меня назначают в состав Конституционного совещания. И при Акаеве, и при... Вот при Акаеве, вот при 2010 году я в состав не входил, но вот в 2002 году был очень интересный состав. Из 40 человек, вот во главе, включая Аскара Акаевича, я там был, вот моя фамилия была между Баековой, Чолпон Турсунной и Курмек Саличем Бакиевым. Там был вот, меня многие спрашивают, почему вот послы, а вот у нас есть прецедент. Тогда вот Шыңгыз Төрөкулович приезжал с Брюсселя, Аликбек Джекшенкулов был тогда послом в Австрии при ОБСЕ. Он участвовал в составе Конституционного совещания. Поэтому я вот, ну, наверное, не сколько как посол, вот сколько больше как бы как политический деятель, наверное, я же им и остаюсь. Вот, и поэтому я принимал участие, принимаю Конституционное совещание сейчас. Я думаю, мы очень интенсивно проработали первые 3 недели. Очень интенсивно. Конечно, вот тот проект, который был представлен там, под авторством 80 наших депутатов, он, естественно, был очень там, ну, процентов на 95 переработан. Процентов на 95. Больше на основу принимался текст действующей Конституции. Работали, конечно, вот среди нас все светила, значит, нашей юридической мысли, вот академики. Мне очень понравилась работа, Нарин Динович, потому что вот впервые работа шла скрупулезно на кыргызском языке. На кыргызском языке. То есть, когда пишется Конституция на кыргызском языке, это совсем другое дело. Даже в тексте действующей Конституции, вроде бы мы читаем, ну, вроде бы правильно смысл понимаем, но на самом деле, когда вот, ну, вот Сыртпай Мусаев, наш академик, и вот это просто удивительно было, находиться рядом с ним вместе, и буквально каждое слово, каждую букву измерять и оценивать, и смысл совсем по-другому, конечно. Одно дело механический Когда не переводится, а да, именно одно пишется. дело, когда механический перевод, а другое дело, когда этот текст, он рождается, и мы вкладываем весь его смысл изначально на кыргызском языке. Я считаю, что я получил огромное удовлетворение, даже, скажем так, удовольствие от этой работы. Для меня это вот было огромное, ну, такой, скажем так, я не знаю, конечно же, я сразу всегда всем говорю, что Конституционное совещание – это совещательный орган. Мы даже не можем являться авторами какого-либо текста. Нам предоставили проект, нас назначили туда, обязали, чтобы мы над ним поработали. А что в результате вот всех вот этих пертурбаций, что в конце концов будет выставлено в окончательном виде, естественно, что от него останется, мы не знаем. Но я хочу заверить в том, что работа, она идет действительная, вот такая напряженная, значительная работа, очень много усилий туда вкладывается, очень много реальных, настоящих дискуссий. Вот, так что я вот и вот буквально двери были открыты и продолжают быть открытыми. Народ реально в нем принимает участие, люди специально приезжают там, из Науката, там, откуда-то еще. Очень много основных дискуссий, на самом деле, это было вот, тема Курултая. Но кроме этого вообще роль местного самоуправления. Роль местного самоуправления, органов, вот, Айльный кеңеш, вот как они должны избираться, сколько у них должно быть власти. Это все было очень замечательным опытом вообще государственной жизни, я так думаю. Вы сказали, что вас назначили туда.
Как назначали и почему некоторые люди, такие как вот авторы даже отдельных редакций Конституции, туда не попали, и очень известные юристы тоже не попали, а попали совсем другие люди? Ну, я об этом мне вообще неизвестно. Я находился за много тысяч километров отсюда, когда этот состав сформировался. Я единственное, что я скажу, что мне значит, сообщили о том, что как бы у меня же тоже есть свои мысли, я тоже направлял свои записки, делился своим мнением, оценкой. Но я очень рад, что мне дали, значит, меня включили в состав Конституционного совещания, потому что это, конечно, мандат на то, чтобы я вот в том числе и сидел сейчас вот в этом кресле, потому что в качестве дипломатического представителя, естественно, я сейчас должен быть очень далек от рассуждений, и всяких пертурбаций, от принимания, от участия вот в определении всего того, что мне, что называется, что белые, что красные, мы должны служить тому государственному строю и в той конституции, которая определяет народ и его законные представители. Вот. Но это, конечно, мандат на то, чтобы вот я, Байсалов Эдиль, принимал участие вот, значит, в важном этапе нашей политической жизни, на этом отрезке нашей истории, и на то, чтобы я имел право вот, свое личное мнение на основе своего опыта, вот, имел право рассуждать, там, спорить и отстаивать какую-то точку зрения. Но это, я вам сразу хочу заверить, что эта точка зрения моя, она 100% моя, она 100% выстрадана, я ни с кем не согласовываю, не пытаюсь кому-либо понравиться или выслужиться. Здесь, конечно, абсурд. Что иногда слышишь в некоторых там уголках социальных сетей, это просто, конечно, иногда бывает очень даже обидно. Насколько они серьезны, вот эти разговоры и вот то, что обмениваются в соцсетях какими-то мнениями, оценками деятелей, кто участвует в этом совещании или вообще в политической жизни? Ну, вообще, это, конечно, я вам хочу сказать, что, конечно, у нас очень молодое население. Вот, Народ Единович, мы как-то все время движемся, и вот, хотя наша страна 30 лет уже, мы вот в следующем году будем отмечать наш юбилей, ну, часто мы забываем о том, что даже вот не то, что вот ваше поколение, вот наше поколение, это уже мы тоже уже считаемся очень, знаете, уже меньшинством, потому что основная часть населения у нас молодежь, моложе 35, моложе 30. И, конечно же, иногда очень так смотришь, и когда они позволяют себе такие оценки, вот, ну вот, мы же с вами вот, ну, давно живем, мы даже старше нашей своей страны, да, но люди иногда посмотрят последние там 5 минут вот этого многосерийного фильма, они не знают, какие были сюжеты, какая мотивация, какие что, как. Но смотря вот последние 10-15 минут этого фильма, они позволяют себе такого рода суждения, такого рода оценки, что ты, получается, и главный злодей, и главный, там, знаете, ну, я вам так хочу сказать, что, конечно, мне очень льстит, скажем так, ну, с одной стороны, это как бы смешно, но с другой стороны, хочется, конечно, сказать, что это все приходное, оно все пройдет, вот, потому что по большому счету останется вот, наше государство, наш народ, наша история, и вот эта вся пыль и вся вот эта шелуха, она уляжется, и люди поймут, кто движется с курсом, кто движется принципами, кто движется, значит, кто как, а кто шарахается и меняет свое мнение. Вот лично я хочу сказать, что слава Богу, что как раз таки социальные сети существуют, и что ты активно принимал в этом участие. У меня есть и статьи, конечно, и множество интервью, но сейчас никого не интересуют какие-то тексты, длинные тексты, длинные рассуждения. Вот. Ну, хотя бы вот мои твиты там где-то сохранились, где я точно давным-давно, вот к большому своему сожалению, я, конечно, понял, что уже достаточно долгое время, что та мечта
о там, парламентской жизни, парламентском правительстве, о каком-то там таком блестящем парламенте и созвездии, ассамблеи всех наших, значит, политических мужей и значит, светил, чтобы они вот в парламенте у нас сконцентрировались, и как там в древнем римском сенате или там настоящем каком-то европейском государстве, чтобы все это, значит, все это блистало и самым там высокая нота и очень эффективно все это мы двигались вперед. Я, конечно, давным-давно понял, что такого у нас не будет. А будет то, что вот у нас и произошло. У нас это обойдется к самому банальнейшему распределению каких-то благ между очень узкой группой лиц. Это даже не 120 человек. Это вот партийные бароны, которые, значит, захватили власть. Вот, и очень просто в примитивнейшем плане, ну, самые важнейшие вопросы нашей народных интересов, вот, государственных интересов, вот они между собой вот буквально играли в карты. Вот. Так что ничего общего это с демократией, ничего общего с национальными интересами, ничего общего там с какими-то, скажем так, долгосрочным государственным интересом это не имеет. Больше того, это преступно. Это преступно продолжать вот эту такую узкую, такую келейную, какие-то вот эти очень узкий круг вот этих лиц и считать, что это просто, значит, выражение высший, значит, полет государственной жизни, даже больше того, демократии, это ничего общего с демократией не имеет. Ничего общего даже, я даже больше вам так скажу, конечно же, когда мы критикуем действующую вот эту конституцию, вот действующую сложившуюся систему власти, конечно же, мы должны точно четко сказать, что это никакого общего с парламентаризмом не имеет. Не было ничего этого парламентаризма 5 минут, а то, что было, а то, что могло произойти самими авторами этой конституции, самими вот, значит, вот этими крестными отцами, вот, повивальными бабками нашей вот, конституции или там предыдущей революции, было убито на корню. И давным-давно все это, конечно, превратилось это, вот, в труху какую-то, знаете. И защищать вот это все, это просто огромное лицемерие. Это я больше всего скажу, преступно. Ничего общего с обслуживанием интересов народа Кыргызстана это не имеет. Мы должны давным-давно отказаться. Я об этом, еще раз повторяю, говорю об этом очень давно, говорил об этом в лицо и авторам всего этого устройства. И я очень убежден в том, что вот ничего общего с демократией, с настоящей парламентской системой это не имеет. Но больше того, я вам хочу сказать, что когда говорят о том, что вот президентская власть, она каким-то образом абсолютно всегда четко будет проводить там, к авторитарной власти, там, диктатуре, это же неправда. Это неправда. Вот. Точно так же, как и парламент может завершаться, не обязательно он должен завершаться вот, к охлократии. Вот, это как бы вот одно из там, этих вот, ну, диктатура тоже как бы это. Но я вам так хочу сказать, я вообще не стесняюсь того, что нам нужна жесткая власть. Я давно об этом говорю и считаю, что нам надо вот дисциплину укреплять. И... Ну, ситуация этого требует. Не вот то, эти 30 лет вот этой к чему привели, что нужна какая-то жесткая рука. Но жесткая рука, именно эта рука нужна или... Нужно нам понять, что государство и вообще демократия и верховенство закона это очень такие жесткие рамки. Это очень жесткие рамки. И такой вседозволенности, всего того, что вот просто кто-то вышел и кто больше всего, громче всех чего-то прокричал или набрал больше всего лайков и значит прав,
это же, ну, Популизм. это ничего общего вот с демократией настоящей не имеет. Вот демократия — это не охлократия, это не власть толпы. Это не власть того, что вот человек там вывел на митинг, и сразу же вся наша пресса, ну, вот аксиома, то, что вот любой митинг, любой пикет, это вот народ, и он абсолютно безоговорочно изначально прав. Вот вы обратите на это внимание. И что власть просто обязательно должна этому, значит, беспрекословно подчиниться и тут же взять эти лозунги уличные вот во главу угла государственной политики. Ну, я всегда говорю, что ну, такого не бывает. Вот даже во время недавних вот этих событий, допустим, в том же Лондоне, Великобритании, я вам хочу сказать, что 5-миллионный митинг на улицах Лондона, ну, неважно под какими лозунгами, я даже не помню, за Брексит, против Брексита, но даже, что называется на кыргызском, даже бровь не пошевельнулась у властей. Ну вот митинг, ну пожалуйста. Но у нас очень сильный мандат. Мы получили право там 5 лет назад определять политику, мы по ней и будем двигаться вперед. А остальное все на выборах и увидимся. У нас же до чего дошло? У нас абсурд, ситуация вот, предыдущей власти, ну еще там тоже позавчерашней власти. Я надеюсь, вот это должно прекратиться, когда просто какой-то коммент в Фейсбуке насчет какой-то политики, там, введения какого-то налога или чего-то, усиления каких-то, там, я не знаю, регулирования государственной политики. Сколько у нас чего, например, я вот навскидку, там, автострахование. Вот. Сколько лет все это откладывается? Почему? Потому что нету у власти ни хребта, ни какой-то возможности какие-то, ну, откровенно, не то чтобы не популярные, просто те меры, которые необходимо внедрять в жизнь, ну, просто боятся просто самого откровенного какого-то, ну, вот, фейсбучного осуждения. Ну, что это может быть за власть такая? То же самое с тарифами на электроэнергию, например. Тарифы на электроэнергию. Там, ну, что бы мы ни взяли, как таковой у нас сейчас власти нету в стране. Давно не было. Не только вот потому, что у нас из-за революции какой-то очередной. У нас очень давно нету той власти, которая способна претворять политику в жизнь. Пусть она популярна, непопулярна. У нас просто по умолчанию как-то вот все время ищут каких-то аплодисментов, все время ищут каких-то лайков, все время как-то какой-то вот апелляции, ну просто очень инфантильные поведения власти, понимаете? Стараться понравиться этой толпе, ухватить какой-то вот хайп дня, пытаться что-то решить, там какие-то вопросы, ну, вот в пожарном режиме, там где-то сгорело, все скинулись, они потушили этот пожар, охватили аплодисменты. Но это не может быть властью, мы не можем развиваться. И результат налицо, Нарынарай. Результат налицо. Сейчас вот, ну вот, по результатам этого нынешнего года валовый наш национальный продукт, он $1100. Это мы На душу населения. На душу населения. И это самые низкие африканские показатели. Мы самые, вот если там 50 условно африканских стран, это самые вот 10 беднейших стран Африки. А вот про юридическую сторону, если мы рассмотрим. Ну, ясно, что авторитарная власть, вы считаете, нужна, чтобы навести порядок и вообще, чтобы была власть, да? А вот многие юристы, особенно вот молодые, можно назвать их несгибаемые, может быть, да, они все время говорят, надо вернуться в правовое поле, и вот это все нелегитимно, все, что сейчас происходит, но, извините, уже время прошло, и легитимность, время тоже влияет, наверное, на легитимность. Можно ли вернуться назад и отмотать, и заново начать? Почему такая вот уверенность и несгибаемость такая? Нет, я хочу немножко это внести уточнение. Я вовсе не, значит, говорю о том, что нам нужна авторитарная власть. Я просто говорю о том, что нам нужно государство. Сильное государство. Нам нужно сильное государство. Нам нужно очень сильное государство, нам нужно очень компетентное государство, нам нужно очень эффективное государство, которое будет развивать
укреплять нашу государственность, которая не будет в силу какого-то популизма, наоборот, как-то сейчас апеллировать каким-то там самому низкому знаменателю, который будет уверенно, которое должно иметь сильный мандат от власти и потом притворять очень, может быть, непопулярные, но необходимые, вот просто нужные, даже по этим энерготарифам вопросы. Да. Вот. Потому что нянчиться сейчас больше это сейчас нельзя. Вот государству нужна власть, и мы должны идти вперед. Вот. И в силу экономических наших понятий. Потому что я вам сразу хочу сказать, что никто не может мне там какие-то упреки кинуть в том, что вот я там против демократии или там против интересов народа и прочее. Да, я доказал и могу еще, уверяю вас, еще докажу. Вот. Этого тем более не требуется. Но народ и наше государство не может, нищий народ, кто может сейчас бросить, упрекнуть наших бедных людей, наших нищих людей в том, что они продают свои голоса на выборах. Вот. Конечно, у нас есть некоторые экзальтированные там дамы, которые практически как та королева Помпиду, там, я не знаю, они там сейчас считают, что народ должен есть пирожное, если у него хлеба не осталось. Помпидур. Да. Так что Помпадур, или как ее там звали, да, любовница короля. Вот. Так что я вам так хочу сказать, что без экономики не может быть государства, а тем более не может быть демократии. При тех показателях валового национального продукта нам сейчас только мечтать о демократии. Нам сейчас необходимо очень усиленно работать, 10, 15, 20 лет довести наш валовый внутренний продукт хотя бы до показателей там, 7 тысяч, 8 тысяч долларов. И там дальше мы посмотрим. Дальше мы это посмотрим. На душу населения. На душу населения, да. А что касается того, что вы говорите о том, несгибаемые наши борцы, я, конечно, с большим уважением отношусь. Я хочу, чтобы эти люди, эти голоса, они очень важны, они чтобы оставались. Но эта безапелляционность, которую они себе позволяют, и как-то такими, очень резко себе берут на себя очень слишком многое на то, чтобы там говорить о легальности, легитимности, знаете. Те же самые дамочки в 2010 году похоронили, у нас была революция 2005 года и 2010 года. Обе из них, у нас почему, все время спрашивается, почему у Грузии получилось, почему у Украины там совсем другая песня, и они как-то по-другому двигаются. А потому что каждый раз мы теряем нарратив. Нарратив — это история, это повествование, то, что понимание того, что происходит. Эти события мы не можем близко оценить. И так называемое наше гражданское общество, они не соответствуют. Их интеллектуальный уровень, их духовное мышление, их богатство, такого воображения, они не могут понимать вблизи этих событий, оценить их историческое значение. И они топят буквально эти важнейшие исторические события, революционные, в буквальном смысле революционные, они топят их буквально упреками и какими-то придирками, абсолютно, которые не сводят это все к самому такому низкому знаменателю. И буквально все это бытовая, эта вся тематика, она все просто тот воздушный шар, который дальше должен подниматься, и этот пафос, он должен был увеличиваться, и на этом демократическое развитие должно идти. Они его топят. Буквально в апреле 2010 года все эти дамочки приходили и чуть ли глаза наши не выкалывали из-за того, что обвиняли в нелегитимности этих всех событий, требовали, чтобы мы получили справку от Джо Оркинеша, которые они на самом деле сами, тот Джо Оркинеш 2010 года обвиняли в нелегитимности из-за сфальсифицированных выборов 2007 года. Да? То есть эти люди с очень коротким сознанием,
они не знают, я не отношусь к ним, ко многим из них там с большим пиететом, я считаю, что эти люди не соответствуют уровню момента, исторического момента. Они очень близорукие, они, и практически посмотрите на них, вся их деятельность построена на реакции, они реакционные. У них никакой программы позитивной повестки дня, чего мы должны там добиваться, к чему мы должны прийти, нету. У них только против. Нельзя, нельзя. У них все только на инстинктах, на вот этих каких-то реакциях, буквально очень примитивных. Вот то нельзя, этого нельзя. Значит, кого угодно надо осуждать там, они все равно будут того защищать. Вот, неважно, этот тюремщик посадил того, завтра будет суд над этим тюремщиком. Нет, вот теперь тюремщик святее там всех святых, он там... Его государство неправильно осуждает. Вот давным-давно запутались они сами. Кто прав? Кто виноват? Что делать? Куда идти? Им главное хайп дня, который вот они должны себя экзальтировать до возвеличивания в качестве вот буквально последней надежды Кыргызстана, нашего народа. Вот. Я вам говорю. Мало времени осталось, уже около 4-5 минут. Но они не только сами себя возвеличивают, но их возвеличивают. Их называют лучшими и вообще находками, и даже жемчужинами, которые нашли в кыргызском обществе, где уже все отчаялись. Как вы к таким оценкам относитесь? Нет, я говорю ради Бога и пожалуйста, но меня очень пугает вот такая нетерпимость к другому мнению, нетерпимость к альтернативе, нетерпимость к тому, что кто-то вот в здравом уме, хорошей памяти, он может выступать за президентскую власть, например, как в качестве меня. Понимаете, вот, а вместо того, чтобы с каким-то там вниманием хотя бы там выслушать какие-то аргументы, доводы, которые я говорю не сегодня, которые я повторяю очень много лет. Нет, это просто, значит, отвергается и отменяется вот в качестве просто несуществующего, недостойного мнения. Больше того, они буквально... Вся эта толпа улюлюкала, глумилась, издевалась над вот этим парламентом, над вот этими людьми, над бедным нашим предыдущим спикером, который там, по-моему, у него дислексия, он там не мог выговаривать какие-то буквы. Вот буквально с этой точки зрения они просто сами утопили, я же говорю же. Вот они изо дня в день нету последовательной политической программы и цели. Главное им занимать конфронтационную позицию. А я вам хочу сказать, Нарынагай, гражданское общество, которое основано на конфронтации, на постоянном конфликте, оно не созидательно. Оно не созидательно. Гражданское общество, оно должно иметь долгосрочную политику, программу, позитивную повестку дня, видение. И должно очень спокойно, очень последовательно, тихо, скажем так, даже за кулуарами, не для срыва аплодисментов, не для личной популярности, а для долгосрочных государственных целей вести переговоры с политиками и их мотивировать, значит, всех вести на какую-то, значит, устойчивую дорогу. В интересах государства. В интересах государства, в интересах общества. А когда речь идет о личной какой-то славе, о какой-то амбициях, об этом, конечно же, они будут срываться только на крик, только на какую-то конфронтацию, только не в интересах дела, не в интересах дела. Чем хуже, тем лучше получается часто. Вот раньше много этих обвинений они выдвигались в наш адрес, потому что, иногда так тоже кажется, что, конечно же, чем больше нагнетать вот этих красок, тем больше, естественно, тем лучше выглядишь ты, который там в блестящих доспехах со всем этим борется, значит, там, рыцарь гражданского общества. Но я вам точно хочу сказать, вот нам надо вот этим всем Дон Кихотам связать этих кляч и перестать бороться с мельницами. Нам надо работать всем вместе, и нам надо работать на долгосрочные какие-то интересы, потому что, я вам так хочу сказать, это при полном серьезе. У нас сейчас основной враг, основной сейчас наша, вот это нищета, это экономика.
но еще, скажем так, это экстремизм во всех его проявлениях, который сейчас вот раздувается еще как бы именно теми силами, которые на словах должны выступать за, за вот инклюзивность, за толерантность и прочие благие цели. Буквально 1-2 минуты остались. Последнее, что бы вы хотели сказать? Я вам хочу сказать, что это мы должны понимать, что это наш национальный процесс, это вот я вижу в качестве его маятника. Понимаете, этот маятник. Вот кыргызча я называю это селькинчек. Вот вы знаете, сейчас вот упреки некоторые определенные, что вот кому-то волею судьбы, волею вот этих каких-то вот, значит, историй, ну, маятник качнулся в эту сторону. Он не обязательно только там от парламентаризма пресловутого к жесткой президентской власти, это как бы одни силы там, к другим силам. И, конечно, судьба государства, общества, страны, она в одних руках. Но этот маятник тоже не будет вечным. Он не останется на этой стороне. Этот маятник придет обратно. Но он еще больше того, что вот, не только наш национальный эта история, это как бы еще глобальные процессы. Я четко, очень определенно вижу, как вот разочарование масс, вот его фрустрация, то, что вот 10, 20, 30 лет народ кормили завтраками о том, что вот эта политическая система обязательно поможет там, улучшению жизни, экономическо-социального состояния. Оно все это, конечно, провалом закончилось не только в Кыргызстане. Во многих странах сейчас абсолютно такие же значит, настроения. Очень многие низы, массы настроены на то, что вообще этот дом сгорел и сжечь дотла, потому что лишь бы, вот знаете, чума на оба ваших дома. Это такое настроение, оно сейчас вот в эпоху модернизации, глобализации, оно у абсолютного большинства нашего человечества, скажем так. Это очень четко надо понимать. Но поэтому я считаю, что кроме того, что вот наше государство, оно должно сфокусироваться сейчас на экономическом развитии, мы еще должны понимать, что мы не одни вот во всем этом процессе. Вот это маятник, он как качнулся сюда, в эту сторону, он в определенный момент придет и в другую сторону. Нам надо научиться немножко терпению, нам надо понимать ход этой истории, нам надо понимать значит, ход вот этих часов. Ничто не вечно под луной. Мы видели очень много, что называется, серии этого кино. Вот что точно мы с вами в этом кино не только наблюдаем, но и часто участвуем, мы много еще это прошли. И это пройдет. Самое главное, мне хотелось бы, чтобы в этот момент мы жили надеждой. Понимаете, очень многих людей считают, что должно быть, значит, самое такое негативное чувство, какой-то страх и предупреждать об каких-то опасностях. Наоборот, я считаю, что хотелось бы, чтобы мы смотрели это с надеждой. Вот завтра, послезавтра у нас Новый год наступает. Я хочу пожелать нам, Нарнагай, чтобы мы были преисполнены надежды самых добрых чувств друг к другу, к стране, к самым там, важным политическим нашим акторам. Мы не отказывали им в том, что они искренне настроены на то, чтобы улучшить жизнь нашего государства, нашего простого народа и укрепить законность и верховенство власти. Если отказывать им в этом, если не иметь на это вот, питать вот таких чувств положительных, чувств надежды и каких-то ожиданий улучшений, то, конечно же, это не имеет никакого смысла вообще что-либо делать и участвовать в политике. Но настолько, что мы с вами участвуем в политике, я хочу вас заверить в том, что я буду продолжать принимать участие в политике именно с надеждой на то, что весь наш народ, вся наша политика, весь наш политический класс искренне желают добра нашему народу. Спасибо вам большое. Ну, будем надеяться, действительно. Спасибо большое. У нас в гостях был Эдиль Байсалов, посол Кыргызстана в Великобритании. Спасибо вам. До свидания.